Сегодня мы подробно и детально рассмотрим виды удобрений, которые мы можем использовать для комнатных растений. К концу февраля, к началу марта увеличивается продолжительность дня, и благодаря этому наши комнатные любимцы будут возрождаться. Начнется активный рост, закладывание почек, и мы с вами должны обязательно пересмотреть качество ухода за ними. Для большинства растений мы увеличим полив и начнем потихонечку удобрять. Условно удобрения делятся по качеству, по составу и по тому, для каких растений они предусмотрены. Прежде всего, выбирая удобрения, следует ориентироваться на свое комнатное растение. Если у вас в основном декоративно-лиственные растения, там пальмы, фикусы, драцены, тогда и удобрения следует выбирать именно для декоративно-лиственных. А основная красота для комнатных декоративно-лиственных заключается, как мы знаем, в красивой и здоровой листве. Поэтому те удобрения, которые направлены для декоративно-лиственных растений, они чаще всего содержат больше азота. А азот, как мы знаем, тот компонент, который позволяет растению наращивать красивую листву. Отталкиваясь опять же от тех растений, которые мы выращиваем, будь то кактусы или розы, для кактуса у нас будет свое удобрение, а для роз совершенно другое. Тут уже идет различие именно в потребностях растений. Для роз оно направлено для полноценного питания, для того, чтобы цветок заложил как можно больше бутонов, нарастил красивую листву и хорошо пережил период покоя. А вот для кактусов почва, насыщенная богатыми веществами, не требуется. И, соответственно, большой объем удобрений тут неуместен. Чаще всего при выборе удобрения из специализированных гуминается орхидея. Для нее предоставлен большой ассортимент удобрений. Это гранулированные, жидкие, таблетированные удобрения, спреи. Еще к удобрениям именно для орхидеи можно отнести цитокининовую пасту. Применяется паста для цветения орхидей при длительном нахождении в периоде покоя. Она служит именно для того, чтобы разбудить растение, позволить ему выпустить несколько стрелок с цветами. Здесь также стоит отметить тот факт, что мы должны удобрять те растения, которые полностью здоровы. Если растение ослаблено, если мы видим много поврежденных листьев или же повреждены корни, то есть мало напоминает здоровое растение, то для начала стоит попытаться устранить именно причины нездорового вида растений и только после восстанавливать подкормку. В любом случае, если мы будем подкармливать растение, которое болеет, то оно все равно не сможет полноценно взять все полезные вещества из удобрений. А если выбирать удобрения для конкретных растений, таких как хвойные, цитрусовые, фиалки, то здесь все-таки лучше подобрать именно индивидуальное удобрение. Оно принесет гораздо больше пользы растению, чем обобщенное или универсальное. А с конца февраля, как мы знаем, возобновляется более интенсивная подкормка и время пересадки растений. После пересадки удобрять в первый месяц нежелательно, так как новый грунт полон питательных веществ, но стоит использовать некоторые стимуляторы, например, такие как корневин, для того, чтобы не так сильно травмировать корневую систему. Также можно использовать эпины, цирконы, цитовиты. Все эти препараты являются стимуляторами, которые облегчат стресс при пересадке растения. Самое главное при подкармливании растений – соблюдать дозировку. Лучше не докормить растение, чем перекормить. Переизбыток микроэлементов точно так же вреден для растений, как и его недостаток, поэтому все должно быть в меру. Если говорить о технике подкармливания, то нельзя вносить удобрения на сухие корни. Таким образом мы можем поджечь их, и растение может погибнуть. Поэтому рекомендую произвести полив с вечера обычной водой, а на следующий день полить растение уже с добавлением удобрения. Самое главное – ухаживайте, поливайте, удобряйте ваше растение, оно обязательно отблагодарит вас красивым цветением.